Среди наиболее распространенных проблем, которые у нас есть на данный момент, это джамаат, который некоторые называют мадхалия. Мадхали не является джахилем, но он делает фитну. Фитну между учеными и студентами. Он переделывает все смыслы и начал войну между ними. Мы узнали, что 16 ученых хорошо отозвались о шейхе Мадхали. Ты можешь нам сказать, кто является этими учеными, потому что эту запись я собираюсь послать в Швецию. Хорошо отозвались о нем, когда он был студентом в Исламском университете Медины. Наш шейх Насир Албани, да помилует его Аллах, хорошо отозвался о нем, а также уважаемый Ибн Баз и также Усаймин. Но эти ученые хорошо отозвались о нем, когда Мадхали был студентом. Следовательно, это было в начале. Дальше Мадхали использует эти рекомендации, чтобы делать то, что он хочет и что ему вздумается, так как он защищен учеными Ибн Базом, Усаймином и Албани. И так как он использует бывшие рекомендации ученых, это позволяет ему посеять фитну между учеными и говорить против них. Он позволяет себе уверенно говорить, что они джахили, что они не знают ни о чем. Затем он сказал, что Саид Кутб сделал куфр и пал в куфр. Фактически он говорит, что Саид Кутб кафир и совсем не мусульманин. Мадхали сказал, что Саид Кутб говорил, что любая вещь – это Аллах. Но Саид Кутб не говорил этого. Затем некоторые ученые Саудовской Аравии просили Мадхали опасаться Аллаха и не говорить о Саид Кутбе того, чего он не говорил. Шейх из Исламского университета Медины, которого зовут Абдул-Мухсин Аббад, это шейх середины и примирения, он много писал и призывал к спокойствию среди людей. Но Мадхали сказал, нет, надо продолжить. Он мог бы иначе действовать, он мог бы помочь студентам изучать ислам, призвать людей, следующих сунне, собраться и не терять свое время на разговоры, такой-то сбился с пути, а такой-то сделал то. Конечно, мы знаем, что разногласия всегда существовали. К примеру, между Абу Ханифом и его учениками, между 4 имамами, Шафи'и, Хамбалом и так далее. Но несмотря на все эти разногласия, имам Шафи'и сказал об имаме Ибн Хамбале, что он брал у религию. Несмотря на разногласия, он говорил об имаме Ахмаде, это мой имам в хадисах. Но теперь они стали имамами в обвинении и обсуждении, вместо того, чтобы возвратиться к салафам. Шейх, там есть имам Сейлим Хиляли. Что ты думаешь о нем? Он работает имамом в Иордании, пишет некоторые книги. Есть брат из Косово, студент из города Гджилан. Он говорит, что он учился 4 года при Сейлиме Хиляли. И он говорит, что у него есть рекомендации от него. Но он сеет фитну между братьями из Косово и других стран. Сейлим Хиляли подобен Мадхали? Нет, он не такой, как Мадхали. Но этот студент из Косово полагает, что он наиболее большой, несмотря на работу Мадхали в Аравии, то же самое делает в Косове.
Но этот студент говорит, что у него рекомендация от Хиляли. Нет, если он говорит, что у него есть рекомендация от Хиляли, тогда почему он не работает как Хиляли? Так как Хиляли не подобен Махали, который посеял фитну везде, в Мекке, в Медиине, между мусульманами, затем амир Медины решил выслать его в другое место. И он уехал в Мекку. И там он также посеял фитну, затем в Рияде, и так по всему миру. Ученые, которые в 100 раз лучше, чем он, но ему хочется их разбить, чтобы сказать, что нет лучше, чем он сам, и чтобы брали только из его слов. Кто не слушает его слов, он объявляет заблудшим или кафиром, или еще кем-то. Следовательно, Мадхали объявляет войну всем тем, кто не слушает его речи. У нас есть один по имени Ибрахим, который говорит, что шейх Арнаут заблудший. Я знаю, что он говорит обо мне. Он пытается поломать меня так же, как Мадхали. Имам Навави учился у 22 ученых и не брал знания у единственного ученого. Надо брать у нескольких. Но теперь каждый маленький имам хочет стать большим. Затем он использует слова ученых Усаймина, Ибн База и Албани, тех, кто является из известных ученых. И именно поэтому Мадхали говорит, что он продолжение этих ученых. Почему он говорит об этом? Чтобы отличаться от других, и чтобы сказать, что он большой ученый. Он большой для разрушения, а не для созидания. Многие албанцы в Саудии имели те же идеи, как у Мадхали. А когда уехали в Албанию, начали фитну. Дошло даже до оружия между мусульманами.